Значит, мы резолюцию назвали программой, потому что надо же очень на главный вопрос ответить, что дальше делать нам всем вместе. А момент реально переломный. Вот тот же Евразийский союз, кто-то с радостью, кто-то с негодованием, но это другое уже будет измерение. Последние 25 лет наша власть просто приспосабливалась к мировому рынку, как-то там приспособила себя к нему, вписались в продажу сырья, превратились почти в феодальную систему. И вот сейчас, когда уже стоят задачи не приспосабливаться, а решать новые проблемы, обнаружится, что правительство националистическое. Квартирное, индустриальное, инновационное развитие, модернизация ЖКХ, развитие энергетики, социальные дела. Ничего не могут делать, все стоит. Почему? Потому что одно дело было приспосабливаться к рынку, тогда, может быть, и авторитаризм как-то годился, и вот эта вот семейно-клановая экономика компрогорская, как-то она там все годилось. А для того, чтобы решать новые задачи, отвечать на настоящие вызовы, надо от гельбасизма переходить к парламентаризму. Это объективно. Не факт, что власть к этому готова. Вот этот же договор, он же тоже по-своему порешал президентские проблемы. Путин свои решил, Лайфер свои. И, наверное, наша Акарда получила дополнительные гарантии своего сохранения, может быть, даже уже династирования. Но хорошо, есть же проблемы страны, народа, надо преобразовывать власть. Может быть, не сокрушительным путем, поэтапным, умным, но надо же реально преобразовывать. И тут проблема не во власти даже, с ней, как говорится, все понятно. Тут проблема в том, что мы сами должны продемонстрировать способность собираться, способность вырабатывать адекватные оценки того, что сейчас имеем, и нормальные предложения для нормального будущего нашей совместной страны. Вот я позволил себе такую преамбулу, а резолюция как раз про это. Я быстро. Мы, представители политических, общественных организаций, политики, ученые, эксперты со всех регионов страны, провозглашаем создание общенационального гражданского собрания, коллективной силы, осознающей свою ответственность за судьбу Казахстана. Такая общегражданская консолидация становится необходимой на фоне полной исчерпанности семейно-кланового авторитарного режима и созданной им сырьевой олигархической экономики. Будучи относительно востребованной в годы становления государственности и приспособления к мировому рынку, система, персонифицированной властью, уже многие годы занята исключительно собственным продлением. За более чем 20 лет в Казахстане так и не стали реальностью опирающейся на волю народа современная политическая система, нацеленная на интересы всего общества, созидательная экономика, основанная на равенстве всех перед законом правовая система. Не создано государство, соответствующее вызовам сегодняшнего мира, обеспечивающее устойчивое развитие конкурентоспособной страны, реализацию благополучия каждого гражданина. Политические права граждан фактически сведены на нет множеством законов и подзаконных актов, практикой фальсификации выборов. В этих условиях авторитарный режим, который не способен предложить никаких современных идей развития, который постоянно воспроизводит несправедливость и усугубляет социальную напряженность, делает страну и обществом заложников своих маневров, сам стал главной угрозой стабильности. При этом полуфеодальная властная конструкция и придаточная сырьевая экономика исчерпали себя как внутри Казахстана, так и во внешнем контексте. Ускоренное приспособление правящей олигархии к интересам внешнего рынка выдавило Казахстан, оставив его без ресурсов развития. Так, вывоз доходов на иностранные инвестиции превысил уже 200 миллиардов долларов, тогда как самих этих инвестиций заведено на 178 миллиардов. Выступающие говорили про это. А выплата процентов, я подчеркну, мы 150 миллиардов долларов имеем внешнего долга, 270 миллиардов заплатили процентов и частичного обслуживания. Вот такая экономика. Отнюдь не избавление, а усугубление проблем внешней зависимости несет евразийская интеграция, в которой Казахстану достается роль заведомо слабой стороны. У нас платежные балансы с Европой замечательные, с Китаем неплохой, с Россией отрицательный, в минусах, и с Беларусью отрицательный. То есть вот наигрались с сырьевой экономикой, с олигархией, и теперь даже с ближайшими соседями толком не можем конкурентно торговать. Вступление страны в Евразийский экономический союз внушает большую тревогу с точки зрения сохранения политического суверенитета.
особенно с учетом уроков Украины, где угрозой государственности явилась именно несостоятельность экономики, социальная напряженность и коррумпированность элит. Вывод: экономика, население и сами власти Казахстана попали в заложники политики 20-летнего приспособления к сугубо коммерческой морали, идеологии, внешней сырьевой и политической конъюнктуре, атрофирование созидательного потенциала. В стране воцарилась атмосфера гражданской апатии и тревожных ожиданий. Положение Казахстана драматично и чревато его украинизацией, дестабилизацией жизни страны и каждого гражданина. Мы заявляем, в этих, по сути, чрезвычайных условиях казахстанское общество обязано вспомнить о конституционном постулате, гласящем, что единственным источником власти в Казахстане является народ. В лице гражданского собрания мы создаем платформу общенационального диалога как политический инструмент вовлечения общества в решение судеб Казахстана и воздвижения барьера на пути подковерных властных плановых комбинаций. Мы намерены выдвинуть национальную нравственную идею, формулирующую противовес прагматическому цинизму и лицемерию власти, подлинный общечеловеческий идеал. Общенациональное гражданское собрание имеет цель сформулировать и предложить стране, народу, гражданскому обществу, национальному, транснациональному бизнесу, самой президентской власти программу конституционного реформирования авторитаризма в современную демократическую политическую систему, опираясь на которую только и возможно осуществить трансформацию олигархической экономики на выход, в индустриальную, инновационную и социально ориентированную, раскрыть весь созидательный потенциал общества, обеспечить эффективное и равноправное участие Казахстана в международной и евразийской интеграции. Концепция этих предложений, которые предстоит нарабатывать созданным нами с вами общенациональным гражданским собранием, постоянным структурам гражданского совета и президиума, в частности, включает в себя ограничение полномочий президента с целью обеспечения самостоятельности и баланса всех ветвей власти, с возложением ответственности за экономику на парламент и формирование правительства, создание в городах, поселках, сельских территориях избираемого жителя местного управления с полноценными бюджетами, воссоздание Конституционного суда и расширение роли общества в формировании судейского корпуса, обеспечение в рамках национального, вот это слушайте внимательно, обеспечение в рамках национального международного права прозрачности экономических потоков и собственности в экспортно-сырьевых добывающих комплексах с выходом на их поэтапное возвращение в собственность государства. Возвращение государства в стратегическую инфраструктуру страны, прежде всего в энергетику и в ЖКХ. Переориентация на национальные интересы кредитно-финансовой и инвестиционной системы. Доведение прожиточного минимума и других социальных критериев до реалистических значений, учитывающих все необходимые потребности современного человека. У гражданского собрания есть конструктивные предложения и по другим важнейшим вопросам: пенсионному обеспечению, молодежной политике, образованию, здравоохранению, сельскому хозяйству, экологии, науке и культуре. Работа над программой системного управления страны продолжается. С этими предложениями мы открыто обращаемся к народу, обществу, бизнесу, обществу и власти. Только через общегражданскую консолидацию мы вместе способны сохранить стабильность и обеспечить лучшее будущее для нашей страны. Наряду с этим мы требуем от власти осознать свою ответственность, пойти навстречу насущным нуждам страны и народа, приступить к осуществлению давно назревших демократических реформ. В первую очередь, обеспечение честных выборов, свободы слова, собрания объединений. Ну и в заключение такая важная констатация. Мы не ищем конфронтации с президентским режимом, однако и не собираемся подстраиваться под него. Самая актуальная на сегодня задача – наладить созидательный программный диалог в самом гражданском обществе между различными его течениями и настроениями. Тогда и власти не останется иного, как привлечь к процессу движения Казахстана к стабильному и лучшему будущему. Наша цель – вернуть Казахстан его народу, и все вместе мы уверенно начинаем этот путь. Спасибо.